Количество часов на изучение коми-языка в образовательных организациях республики не уменьшится. Об этом на заседании Президиума Коми-Войтер сообщила руководитель регионального Минобразования Наталья Якимова. В республике ведется активная работа по подготовке педагогических кадров, обновляются учебники и образовательные технологии. Дарья Вологжанина о том, как сохранить главный культурный код региона. Это урок коми-языка в гимназии искусств при главе Коми. Тема «Коми-земля в моем сердце». На вопрос учителя, чем отличается наш регион от других, четвероклашки без сомнений отвечают – языком. Эти детки ходят на урок Елене Васильевне раз в неделю. Изучают его как государственный. Мне нравится изучать коми-язык, потому что мы изучаем всякие разные интересные слова, изучаем многого нового. И мне это нравится, потому что я родилась в республике Коми, и Коми для меня очень значима. Главная тема заседания Президиума Коми-Войтер как раз о языке. А именно об изменениях в правовой базе изучения родных языков народов России. Общественность, носители коми-языка и учителя взволнованы обновленным ФГОС и проектами образовательных программ. Согласно им, количество часов на изучение национального компонента сокращается. Федеральный институт стратегии развития образования опубликовал проекты образовательных программ 10 января. Уже на следующий день после их появления в Коми началось профессиональное обсуждение предлагаемых со стороны Федерации изменений. В адрес Минпросвещения региональное ведомство дважды направляло письма с предложениями пересмотреть объем учебной нагрузки. К счастью, у нас есть право на некую свободу. Я имею в виду отрасль образования, и у нас, как у министерства, и у каждой школы, то есть мы вправе формировать на основании вот этих вот примерных программ и на основании предлагаемых учебных планов свои учебные планы. Здесь мы собрали рабочую группу, и на сегодняшний момент у нас готовы варианты учебных планов, которые в части предметной области родной язык и родная литература, мы сейчас с вами говорим про коми-язык и коми-литературу, количество часов не изменится. Это касается как для 5-дневной, так и для 6-дневной учебной недели. Подчиниться новым федеральным образовательным стандартам все же придется, но пока только ученикам 1 и 5 классов. О сокращении и так небольшого количества часов на изучение коми-языка не может идти и речи. В этом убеждены и в региональном Минобразовании. Проект письма за подписью главы Республики Коми Владимира Уйба в адрес федерального профильного министра уже подготовлен. Главная задача – сохранить родной язык. Традиционно в Коми национальной гимназии коми-языка государственно изучается с 1 класса. Причем в количестве 2 часов. Это традиция, это норма для нас уже, и все у нас разработано, у нас кадры, у нас УМК, у нас программы, в принципе, эти программы и рабочие учебные программы в том числе, и тематические планирования, нет проблем перевести в новый формат, поэтому, в принципе, то, что нам рассказала Наталья Владимировна, она меня очень успокоила на данный момент, что часов будет достаточно. В нашей республике все школы готовы к реализации учебных программ национальной направленности. 84% обучающихся образовательных организаций изучают коми-язык как родной или как государственный, а также этнокультурные предметы. Каждый родитель вправе выбрать, будет его ребенок учить коми-язык или, к примеру, коми-литературу. Анкетирование в школах проведут в мае. А пока региональное министерство ставит перед собой и перед образовательными организациями задачу по сохранению объема учебной нагрузки и коми-языка. Дарья Вологжанина, Дмитрий Булаев, Олег Юшков, телеканал Юрган.